тепло солнца с песней «Что такое Новый год?». Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас у экранов ваших телевизоров. Вот уже 14-й год подряд проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии», который стал брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. В этом году мероприятия, приуроченные к фестивалю, стартовали 26 ноября и завершатся 6 декабря. И программа фестиваля нынче значительно расширилась. Так, в течение 2 недель, помимо визитных карточек фестиваля, гастрономического конкурса «Вкус Якутии» и состязания снежных и ледовых скульптур, в программе и снежный книгопад, и спортивные состязания по шарт-треку, и ледяной заплыв. И традиционно, конечно же, именно сегодня на площади Республики состоится зажжение главной елки Якутии, которая даст старт зиме по всей стране. Символично, что на церемонии зажжения мы встретим и главного героя нашего Нового года, жеребенка, а точнее нашего Току. И не просто так, ведь детский телеканал Току НВК Саха в середине декабря выпускает на большие экраны полнометражный мультфильм про Току и его друзей. И если по восточному календарю символом 26-го года станет красная огненная лошадь, то в нашей стране Новый год прежде всего ассоциируется с хвойной красавицей. Но какую же выбрать? Живую с неповторимым запахом леса или искусственная, которая прослужит не 1 год? На эти вопросы отвечала моя коллега из Хангаласского улуса Виолетта Засимова. До Нового года остался всего месяц, самое время задуматься о выборе елки. Мы провели опрос, чтобы узнать, какие елки предпочитают ставить жители города Покровска. Какую елку вы предпочитаете ставить у себя дома, живую или искусственную? Искусственную. Искусственную. Живую. Я бы хотела поставить живую елку, но у нас квадратура не позволяет. Раньше мы в деревне ставили дома. Было классно. Живую. Почему живую? Ну, пахнет хорошо, лесом. Какую елку предпочитаете? Живую. Почему? Ну, она, во-первых, она красивее и насыщенно выглядит, ярче. А искусственно, как бы, не знаю, мне не нравится пластиковый просто. Как показал опрос, часть покровчан отдает предпочтение живой ели. Но где ее взять? Оказывается, в лесничествах республики существует услуга по заготовке хвойных пород для новогодних праздников. Оформить эту услугу можно, обратившись в ближайшую контору лесничества или, что еще проще, через портал госуслуги. Во втором случае алгоритм действий следующий. Вы заходите на портал, выбираете нужную услугу, указываете, где именно планируете рубить дерево и подаете заявление. После проверки данных с вами заключат договор купли-продажи, и останется лишь оплатить символическую сумму. За 2-метровую ель это около 100 рублей. И затем можно выезжать в лес за своей хвойной красавицей. Однако заготавливать новогодние ели разрешено только на строго определенных участках. Например, там, где проходят линии электропередачи, газовые магистрали или минерализованные полосы. Также существуют правила, касающиеся выбора инструмента для рубки. Не топором. Топором, если будете срубить, то дерево рассыпется, а именно ножовкой. Тогда вам удобнее будет и по правилам заготовки древесины. Кроме того, на определенной территории могут разрешить рубить только конкретные виды хвойных пород. В Хангаласском улусе есть 3 участковых лесничества. В нашем Покровском участковом лесничестве есть сосны. Разрешается на Покровском сосны, потому что ель у нас очень мало. А на Ботомском участковом лесничестве там состав еля очень много. Там и в Синском можно тоже ель получить. Итак, запомните, для легальной заготовки лесной красавицы необходимо оформить договор купли-продажи в местном лесничестве. Это гарантирует, что ваша елка принесет только радость, а не проблемы с законом. Ежегодно у нас есть выезды, перед новогодние рейды. Если попадутся люди без документов, без разрешения на вырубку ели, то они попадаются уже под статью 8.28, это незаконная рубка
лесных насаждений. В любом случае, независимо от того, какую ель вы выбрали, пахучую лесную гостью или надежную искусственную подругу, пусть она станет символом тепла, уюта и надежды в вашем доме. С наступающим Новым годом, Якутия! Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Через несколько минут на главной площади республики зажжется главная елка страны. Интересными фактами о новогодней красавице с места событий поделится моя коллега Марферина Алексеева. Марферина, я приветствую тебя. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит на площади. Расскажи о елке. Приветствую, дорогие коллеги. Ну что ж, у нас тут сейчас мы находимся на главной площади нашей республики, на площади республики. И позади меня стоит красивейшая елка. Вот ответ на вопрос. Елка 20 метров, 20,5 метров. На ней 400 штук гирлянд, 2690 метров гирлянд и 9 метров в ширину. И вот сегодня, буквально совсем скоро, она зажжется. Самая первая в нашей стране елка. Я хотела бы сейчас немножко пообщаться вот с девочкой, с детьми, которые специально пришли для того, чтобы участвовать в зажжении елки. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Юлиана. А тебя? Меня зовут Оля. Скажите, пожалуйста, вы специально пришли для елки, да? Откуда вы узнали про елку? Нам бабушка рассказала. Нам бабушка сказала, что сегодня будет зажигание елки, и я хотела туда пойти. Скажите, что вы заказали Деду Морозу? Какие у вас есть традиции, возможно, новогодние? Как вот, приступили ли украшать дом? Я еще не знаю, что заказать, но хочу что-то напоминающее, там, хорошее. Скажи свою мечту, желание. Я не услышала. Ну что ж, спасибо вам большое. Вас с наступающим Новым годом. Хочу сказать, смотри, сейчас очень много людей уже собирается, все больше и больше людей. И сейчас я хочу передать слово Ларине, а мы с вами еще встретимся. Спасибо, Марферина, спасибо, девочки, что поделились своим мнением и своими пожеланиями. Я уверена, что уже сегодня у новогодней елки будет останавливаться каждый прохожий, чтобы сфотографироваться на ее фоне. Так горожане заряжаются новогодним настроением. А церемония зажжения елки проходит не только в городе в Якутске, а по всей республике. И свой морозный привет из самой холодной точки Якутии нам передает наша коллега Светлана Поцелуева из Аймиконского района. Все говорят, зима начинается с Якутии. И только якутяне знают более точные координаты – в Аймиконе. Именно здесь, в ледяных пещерах священной горы Эбе-Хая, живет повелитель холода Чесхан. Здесь, в глубине пещеры, круглый год зима, и здесь хранится символ холода, который 1 декабря передается Деду Морозу и начинает свой зимний вояж по стране. В последнюю неделю ноября над Аймиконской впадиной простер свои ледяные крылья антициклон. Температура воздуха опустилась до минус 56 градусов. Школьники учатся на удаленке, и только дошколята в предчувствии Нового года уже распевают веселые песенки. Сегодня во всех городах и райцентрах республики проходит главное событие ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Задавая праздничную эстафету для всех регионов России, зажигаются первые новогодние елки. Зажгли главную елку и на полюсе холода в селе Аймикон.
Если у тебя горячее сердце, не страшен никакой мороз. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. Спасибо, амиконцы, и с наступающим вас Новым годом! А между тем осталось пара мгновений, и наша елочка зажжется разноцветными огнями, приблизив самый долгожданный и любимый праздник всех детей и взрослых. И прямо сейчас с места событий, с площади Республики, Марферина Алексеева торопится осветить все события. Новым годом! Я от всей души желаю всем нам мира, добра, победы. Большое всем спасибо, что собрались здесь традиционно на зажжение нашей новогодней елки. И давайте, как всегда, мы традиционно скажем, что должны говорить? Раз, два, три, елочка, гори! Вот и елочка зажглась. Всех поздравляем с началом новогодних сказочных дней. Ура! Наша елочка зажглась! Согласитесь, сегодняшняя церемония приближает самый любимый праздник в году и в целом создает новогоднее настроение. А далее огонек полетит по всем поселениям нашей республики, и там тоже вспыхнут елки новогодними огнями. До Нового года остался ровно 1 месяц, и символом грядущего года по восточному календарю является красная огненная лошадь. В китайской культуре это мифическое животное символизирует скорость, страсть, энергию и независимость. И многие якутяне озадачились вопросом, можно ли подавать на новогодний стол блюда из жеребятины. А в это время за пределами республики народ начал активно закупать конину для новогоднего стола. Покупатели руководствуются поверьем, что блюда из этого мяса способны задобрить символ года и привлечь в дом благополучие. Мы же считаем, что неважно, какие блюда украсят ваш новогодний стол, главное, чтобы они нравились вам и были очень вкусными. Любопытно, что приготовить на Новый год жители Таты. Об этом мы, скорее всего, узнаем ближе к событию, но уже известно, как украшена главная елка Татинского улуса. А наряжена она игрушками, которые смастерили сами ребята. Давайте о новогодней красавице посмотрим сюжет наших коллег из Татинского улуса. В культурном центре Сарыл началась предновогодняя суета, уже вовсю готовится к предстоящему главному празднику. Здесь царит атмосфера игрушек советских времен, изготовленных детьми вместе с родителями. Здесь и чебурашка, щелкунчик, лошадки и много-много известных нам по сказкам и мультфильмам герои. Коллектив Сарыл с 2009 года украшает главную елку села Этыкель. Это особенный день для всех работников. Невзирая на морозы, укутавшись в самую теплую одежду, они выходят на 2-3-часовую работу, чтобы подарить жителям Улуса радость на всю зиму. С прошлого года эту новую красавицу, 9-метровую елку, ставят на обновленном сквере имени Алексея Кулаковского. Ежегодно мы украшаем главную елку нашего Улуса. Вот если в прошлом году мы украсили ее в национальном колорите, то в этом году мы украсили ее в ретро-стиле. И для этого мы объявили конкурс для детей на лучшие елочные игрушки. Приняло участие более 70 детей, выбрали лучших. И это уже у нас как бы становится традицией каждый год менять вот стиль елки. Ну, необычный такой подход выбрали, чтобы каждый раз, в каждом новом году елка сияла более, по-разному. И хочу поздравить всех детей с наступающим Новым годом.
Пусть ваши желания все сбываются, пусть будет только счастье и радость. С наступающим Новым годом! И вправду это очень хорошая идея объявить конкурс на изготовление собственными руками игрушек с новогодним характером. Елка стала еще краше и по-домашнему уютной и родной. Карина Кутугутова – одна из конкурсанток, игрушка которой нашла свое место на елочной ветке. Щелкунчик – это символ Нового года. Он раздавливает орехи, он победил царя мышей. И мы очень рады, что он украшает елку Декюля. Девочки-подружки тоже пришли посмотреть на своих милых игрушек. Это часы, которые вот-вот пробьют 12 часов, и шустрая лошадка, мчащаяся в новый 26-й год. Девочки очень рады, что елка с их игрушками привнесла праздничное настроение. Мы с моими подругами пришли посмотреть елку, какая она красивая. Оказывается, ее включили. Я тоже участвовала в конкурсе. Я сделала лошадку. Нашла свою игрушку? Да. А где она висит? Наверху. А я сделала часы. Часы, да? Часы. Нашла свою игрушку? Да. Как тебя зовут? Гоголева Нарьяна. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, чтобы у всех были подарки. Да, буду участвовать. Я очень хочу, чтобы моя игрушка висела на главной елке, это Кёля, и украшала, собственно, елку. С наступающим Новым годом! Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Татинский улус. Вот мы и стали свидетелями зажжения новогодней елки с главной площади республики и в Улусах, Якутии. Думаю, со мной многие согласятся, что это самое ожидаемое мероприятие для всех детей и взрослых. И главное событие фестиваля «Зима начинается с Якутии». Сегодня наш Чисхан передаст символ холода и после вместе с Дедом Морозом и другими дедами-волшебниками зажжет остальные елки страны. Новогоднего вам настроения, дорогие друзья! Всего самого доброго и светлого! Желаем вам мы, наша съемочная бригада и Отолан! Körüstün gömünen mülünem Kığıtımlı geğe Sılağından iriren Dolguybun biçerin Keretiyen Duhabın sımnata Ürdağın Sanacım Aptak günlerim Gergetelim Gülen ören Çolu derdelim Ama bu bollağı dudaktan Dinlere Sanacım Belağa İlle Giren Kelleğe Mağan qar kırbağım kurduken Narыңın amçigin kerağin Qaraqtarın ar köremün Min jolbun ütüne Kötüqe settiyen İlibini tıma Segeriyen Idana Aptaq otuqar Eye xəbirinim Duhabın arıyım Jolu derdiğim Ama bu bollağı dudaptan Genlere Sanacım Belağa İlle Giren Kelleğe
Sana jıl aptak günlerin Kergedağın gülen yören Çolu derdağın